Эти 2 дня в Латгалии гостили представители Ассоциации туристических агентств и туроператоров Латвии, чтобы на личном примере показать, что в регионе безопасно. Это реакция на тревогу, поднятую коллегами из Латгалии. Diezgan ātri bija skaidrs, ka mums, kā vienam no vadošajiem nozares spēlētājiem, kur mūsu biedri ir turisma ceļojuma organizētāji, ir nepieciešams braukt uz Latgali, satikt kolēģus gan no turisma informācijas centriem, gan Latgales turisma asociāciju, gan arī uzņēmējus. Un šādi tiešā veidā dot skaidru vēstījumu mūsu biedriem par to, ka tie ceļojumi, kas ir plānoti uz Latgales novadiem šajā vasarā, ir īstenojami, tos ir nepieciešams un tos ir iespējams turpināt pārdot. Латгальская туристическая ассоциация также наблюдает первые реакции на их обращение. И это не только моральная поддержка. Как, например, пересмотреть результативные показатели для проектов, еврофондовских проектов, которые реализуют на данный момент туристические предприниматели, и они видят, что на данный сезон, данное лето не даст им просто достичь тех показателей, которые они обещали. Как правило, это Lauku atbalsta dienesta проекты, и в этом плане, да, министерство тоже обещало посодействовать и пересмотреть или какие-то отвегломи, но это еще сейчас идет об этом разговор. Пока рано говорить, что сезон спасен, но положительные тенденции наблюдаются, в том числе перенос мероприятий в Латгалию. Рано еще, конечно, говорить о том, что сезон полностью спасен, потому что на самом деле очень много зависит, как ситуация будет развиваться дальше. Если действительно все будет происходить и дальше развиваться в таком позитивном ключе, возможно, этого будет достаточно, чтобы вернуть доверие латвийских жителей, которые в первую очередь они иностранцы, отказывались больше всего, чтобы вернуть их доверие, и они бы опять начали бы ездить и посещать и отдыхать здесь, и выбирать для отдыха именно Латгалию, а не другие регионы. Но это нам покажет время. Туроператоры считают, что сейчас в Латгалию ехать можно. Главное, чтобы информация, связанная с безопасностью, совпадала с действительностью, и человек мог принимать взвешенное решение. Mēs nevienu nevaram aiz rokas paņemt un piespiedu kārtā vest. Mēs varam rūpēties par to, lai mēs zinām, kā ir šeit, kāds ir pakalpojums, kāds ir piedāvājums par to, ka šeit turisma sistēma strādā. Un tas ir tas vēstījums, ko mēs arī aģentūrām, kas organizē ceļojumus pa Latviju, Rīgā, gribam nodot. Sложно также сказать, была ли волна отмен в мае кратковременным явлением. Mums ir dati, kas rāda par to, ka ļoti bieži lēmums par ceļojumu tiek pieņemts nedēļas nogalē, tiek pieņemts piemēram ceturtdienā, kas ir ļoti, ļoti īsts laika periods. Protams, ir jārēķinās, ka viena otra vieta varbūt jau aizņemta un vietu vairāk nav, bet es saprotu, ka mēs visi šajā sezonā dzīvosim tādā mazliet trauksmē par to, būs tas bizness vai nebūs tas bizness. Bet mēs asociācijā esam optimisti un mēs domājam, ka tai ситуации вайдзат узлоботес. Увиденным в Латгалии представители ассоциации остались довольны. За 2 дня они побывали в Прейле, Краслове, Индре и Лудзе и убедились, что на местах все готовы не только принимать туристов, но и понимают, что нужно делать в случае объявления воздушной тревоги. Сергей Кузнецов, Латгальская редакция ЛСМ, Даугавпилс, Краслова.